Раз, раз. Здравствуйте, дорогие друзья! Я жду, когда все успокоятся и в зале наступит тишина. Сегодня в рамках абонемента «Классику читаем вместе» мы окунемся в мир башкирской литературы. Самый яркий поэт, писатель, известный на весь мир, это, конечно, народный поэт Башкортостана Мустай Карим. Сегодня ему бы исполнилось 102 года. Он оставил нам огромное наследие, где каждый найдет себе произведение по душе. А мы услышим, наверное, одно из самых известных и популярных его произведений – повесть «Долгое-долгое детство». Оркестр русских народных инструментов исполнит произведения композиторов Загира Исмагилова, Салавата Низамеддинова, Наримана Сабитова, Нура Даутова, Анатолия Кукубаева и Николая Инякина. Начало всех начал. Отчий дом, где мать пела первую песню. Здесь когда-то ты впервые коснулся земли, встал и, сделав первый шаг, ступил на порог. Дальше тропинка от родного дома ведет к односельчанам, за околицу, в большой и сложный мир. Так поэт шел в большую жизнь. О том, какая земля, какие люди сделали его поэтом, Мустай Карим рассказывает в этой автобиографической повести. Мустай Карим. Долгое-долгое детство. Фрагменты из повести читает заслуженный артист Республики Башкортостан Ильхам Рахимов. Произведения башкирских композиторов исполняет оркестр русских народных инструментов Стрельтамакского государственного театрально-концертного объединения. Главный дирижер Артем Болотов. Дорогие друзья, попрошу вас всех отключить мобильные телефоны. Мустай Карим. Долгое-долгое детство. Слово, сказанное заранее. Рассказ это
про людей, которые не изжили в себе веру в чудеса. Они чудаковатые, странные, неугомонные, наивные. Жизнь их чуть-чуть выше нашей каждодневной жизни. Чуть-чуть, может быть, смешнее и чуть-чуть трагичнее. Терпимее и милосерднее они друг к другу, тоже немного больше нашего. Обвинять, осуждать кого-то не спешат, и смерть и счастье эти люди принимают с достоинством. От радости не скачут, с горя не сгибаются. Может, кто и спросит, неужели в вашем ауле только такие люди жили? Так я отвечаю заранее, я видел только таких. Других как-то не запомнил. И еще может показаться, что многовато я говорю о смерти. Не удивляйтесь, и жизнь, и смерть в равных правах. А когда говоришь о второй, утверждается ценность, смысл и отрада первой. Судьбы эти, в основном, как я уже сказал, судьбы людей, с которыми я вместе жил или прошел кусок пути. Очень хорошим и совсем уж плохим я дал другие имена. Остальных же оставил так. Рассказчик я сам, и не только я сам. Человека родить. Мою старшую мать все зовут повивальной бабкой, повитухой, а меня прозвали повивальным дедом. Я маленький, я только еле-еле дотягиваюсь до кармана ее белого камзола. Это волшебный карман. Кусочек сахара, горстка изюма, пряничные крошки, сушеная черемуха, каленый горох, разные вкусные вещи то и дело возникают в нем. Иной раз и медные деньги взякнут, а силу денег мы уже знаем. Словом, карман этот клад неисчерпаемый. Вот и сейчас только сунул руку, как два крупных урюка вкатились в горсть. Один я тут же отправил за щеку. Нет у нас такой ненасытной привычки взять и проглотить что-нибудь вкусное сразу. Второй прячу в карман ловок сегодня впервые надетых штанов. Когда вернемся, этот урюк я разделю между сестренкой и братишкой. Может, с этого дня и мой карман станет для них волшебным. Щедрые руки, добро само плывет, говорит старшая мать. Мы идем к черному Юмагулу с нижнего конца нашей улицы. Его жена заболела на ребенка. Весть эту нам принес сам, бледный как пепел, черный Юмагул. Сказал и выбежал, не дожидаясь ответа. Ясное дело, к ребенку зовут совсем не так, как в гости приглашают. Нет, посыльный, коли он в гости пришел звать, степенно проходит в передний угол, садится на стул, не спеша, размеренно прочитывает с хозяином молитву. Потом он расспросит о благополучии скота и рода, хоть он, может, и твой Уткурше, самый ближний сосед по огню. Все выспросит подробно, так положено. Что это не пустой обычай, я понял только когда подрос. Нет, посыльный, коль он в гости пришел звать, своими ушами должен услышать, своими глазами увидеть, что в хозяйстве твоем благополучие, в роду здоровье и на душе спокойствие. Ибо человеку с тревожным сердцем может быть и не до застолья. Видно, наперстница, без него и пути тебе нет, сказала давеча младшая мать, кивнув на меня. Да, Вадифа, когда безгрешная душа где-то рядом со мной, и женщины, кажется, легче рожают. Будто. Младшая мать странно и коротко рассмеялась. Надо же, как эти двое друг друга приворожили. Доля мужа моя частица. Вот и вся ворожба, сказала старшая мать, и вроде бы вздохнула. А может, не вздыхала. Что это? Доля мужа моя частица. Смысл этих слов я понял только через многие годы. Твое право, сказала младшая мать, и опустила голову, словно виноватая. Чего не коснешься, вправе ты. У каждой из нас своя вера, у каждой веры своя истина. Одной правды мы обе жить не можем. Может, и права я, да только на одну меня моей правды и хватает. Вот вам и беседа. Вроде бы каждое по отдельности слово моих матерей я понимаю.
но соединятся они, и сразу смысл их из головы, как дым разлетается, в воздухе тает, но в душе остается печаль и смутная тревога. Эта тоска, разделившая мое сердце надвое, долгие годы не оставит меня, потому что чувства двух женщин пройдут со мной по всем дорогам, как тени двух лун, будет во мне двойная грусть от их двойной любви. Да, две матери любили меня, и сам я старался свою любовь поделить между ними равно. Сам себя надвое делил. Придет время, не только радость этой любви, я узнаю и ее страдания. И вот с урюком за щекой я рысцой бегу рядом со старшей матерью. Пошли к воротам черного юмагула. Хозяин, который плел какую-то веревку перед клетью, бросил работу и побежал открывать ворота. Старшая мать тут же направилась к дому. Теперь я уже должен буду сам о себе позаботиться. В дом мне хода нет, это давно известно. Коренастый, ладно сбитый черный юмагул, помаргивая узкими глазами припухших веках, умоляет старшую мать. Пусть уж мальчик будет, уж пожалуйста, мать, первенец ведь, вовек не забуду. Я даже имя припас, Хабибулла, давно берегу. Старшая мать легонько похлопала его по спине. Ладно, коль выбирать придется, выберем Хабибуллу. Ступай, займись делом, сказала и исчезла в дверях. Уж пожалуйста, мать! У черного юмагула от чего-то дрожат губы. Он идет к клети и снова берется за свою веревку. Я сбираюсь на чурбак неподалеку от него, пристраиваюсь поудобнее. Держу я себя с достоинством, свое место знаю. Я повивальной бабки сын. В мелочи не стреваю, у взрослых под ногами не путаюсь. Выбираю себе место по душе и сижу, выдержку показываю. Потому и взрослые в доме, где ждут младенца, не решаются бросить мне. Эй, мальчик! Нет, называют полным именем. Только высидев достаточное время, решаю одарить черного юмагула словом. Что плетешь, роняю я? Аркан. Когда плетешь, время быстро идет. Ни конца ему, ни края. Плети и плети. Черный юмагул считается человеком замкнутым. О нем говорят, что из него слово лопатой выковыривать нужно. А сегодня у него язык развязался. Он немного помолчал и добавил. На этом свете, брат, все на веревке держится. Не будь веревки, весь мир бы развалился. А ведь правда. Без веревки попробуй, поживи. Пораженный его словами, я молчу. Молчит и черный юмагул. Поплетет немного и послушает сторожка. Как там в доме? Поплетет и опять. Я уже начал изнывать. Когда аркан-то доплетешь? Да поплету еще, покуда парень не родится. Ого, а вдруг не скоро? Родится. А лыка у меня целый воз, хоть 5 дней плети. Раза 2 показала старшая мать. Какая-то молодая женщина принесла 3 коромысла воды. День уже клонится к вечеру. Тот урюк давно во рту растаял, а косточку я нечаянно в красный сундук, живот, то есть, упустил. Там совсем пусто.
только вот эта косточка и перекатывается. Уже перед тем, как пригнали стадо, та самая женщина, что за водой ходила, вынесла нам поесть. Хоть и в сухомятку, но заморив червячка, я почувствовал себя веселее. Я снова принасестился на том чурбаке, а черный юмагул принялся за свое лыко. Аркан, если растянуть, наверное, теперь до полумесяца на мечети достанет. Много сплел. А зачем тебе такой длинный аркан? Вот в этой клети будет висеть. А как исполнится Хабибулле 17, вручу ему. А зачем аркан, когда 17 исполнится? Зачем, говоришь? А вот послушай. Его узкие глаза вдруг широко раскрываются, и какой-то колдовской свет льется из них. Сначала он разлился по его широкому лицу, потом пробежал по аркану, и мне показалось, что не желтый лыковый аркан кольцами лежит на траве, а золотой луч ленты льется из глаз этого совсем некрасивого человека. Хочется дотянуться, потрогать, но боюсь, что прикоснусь, и волшебный свет погаснет. Вот послушай, повторяет черный юмагул. Голос его теперь совсем не писклявый, как давеча. Все крепнет, поднимаясь из груди. Можно подумать, что он песню поет. Вот сейчас не раскроется тайна, какая глазу людскому не казалась, слуху людского не касалась. Я жду. Он прислушивается. Из дома, кроме тишины, ничего не слышно. Хабибулла знака еще не подал. Видишь? Вон горизонт. Черный юмагул подбородком показывает вдаль. А за этим горизонтом стоит высокая-высокая гора. Урал называется. А на самой вершине той горы растет черный дремучий лес. А в том лесу круглая поляна. А на той поляне круглое озеро. Озеро это 70 обхватов, а дна и вовсе нет. И в озере в том ни рыбы, никакой другой живности. Один только золотогривый, серебряными копытами конь Акбузат. Конь этот ветром веет, птицы взымает, ожидаемое тобой приблизит, прошлое твое вернет, задуманное исполнит. Человеком по-человечески говорит, с Богом тайны делит. Вот какой это конь. Самую короткую ночь, час, когда зацветет орешник, когда с липы начинает капать мед и травы наливаются соком, разрезав озерную гладь, полоща гривой, появляется Акбузат. И покуда рассвет не забрежит, никого не боясь, никого не остерегаясь, будет конь траву на поляне щипать. Изловчишься накинуть ему на шею аркан 70 охватов длиной, твоим будет конь. Такое дело под силу только джигиту, который днем звезды видит, ночью на зверя пойдет. За день на месяц, за месяц на год, вот как будет мой сын расти. И вот исполнится ему 17, перекинет он через плечо аркан 70 охватов и пойдет за счастливым крылатым конем. Милостью Бога сбудется это. Я сижу, так, потише, можно? Вот класс, который конкретно мешает. Я сижу и тихонько завидую про себя. Неплохо пошли дела у этого Хабибуллы. Сам еще не вылупился. А в дремучем лесу на берегу круглого озера уже пасется, пощипывая траву, Акбузат. Его поджидает. И даже аркан на коня сплетен. Вон он, золотом блестит в лучах закатного солнца. Ровно через 17 лет захлестнется вокруг шеи волшебного коня. И Хабибулла, который скоро родится, вдруг предстает передо мной золотовласым могучим богатырем с серебряными ногтями. Вот кого мы тут дожидаемся. Закончив на этом рассказ, черный юмагул вроде бы приуныл, посмотрел с надеждой в сторону дома и снова принялся за аркан. Начали опускаться сумерки. Как застывает водная гладь, застыла тихая синева. Я в мыслях опять унесся к тому озеру. Не этот еще не родившийся Хабибулла, а я сам сижу на берегу с арканом в руках. Сейчас покажется из воды красивая голова коня. Да вот он, уже проступил, вынырнул и, разметав гриву, громко-громко заржал.
На крыльце появляется старшая мать. Хейенсе, Юмагул, говорит она, сама встает, не шелохнется. Тот мгновение ока очутился перед ней, стал на колени. Кто? 2 сына. 2? Сразу? Зачем 2? А второго как зовут? Эх ты глупый. 2 же лучше, чем 1. Уж, наверное, за именем дело не встанет. Что-нибудь да найдешь? Да-да, лучше, 2 лучше. Найдем имя. Аллах Акбар. Он прямо на коленях прочитывает благодарственную молитву. За добрую весть, мать тебе, 1 овцу. Нет, 2 овцы. Ошалел, воистину. У тощей лошади кишка широка. 1 ягненка с лихвой хватит. В нашем деле подобное, я имею в виду двойняшек, только 2-й раз. Привалило черному. Конечно, 1 ягненка на такой случай маловато, но что я могу сказать? Вперед, повитухи, не влезешь. Старшая мать сошла с крыльца и похлопала черного Юмагула по спине. Дай Бог, чтобы сыновья твои явились в этот мир себе на радость и счастье, вам на благо. А жена твоя, ну прямо молодая львица, подлинную цену женщине потому узнаешь, как она рожает. Знай ей цену. Ну, ребенок родился, думаете вы, делу конец. Заберут эти 2 барашка Гюнси и отправятся домой. Нет, вот. Все почести до угощения, положенные нам, только теперь и начинаются. На целую неделю их хватит, а может быть и больше. Вот как это бывает. В дом, где родился младенец, бедный ли дом, богатый, со следующего утра с батюшки до тетушки, кумушки, соседушки начинают стекаться яствами. Только Бялеш опустился на стол, а в сенях уже скворчат и пофыркивают блины на горячей сковороде. По крыльцу восходит лунная россыпь медового чак-чака, а по двору важно плывет на блюде, блестя каплями солнечного жира, фаршированная курица. Вот ее нагоняют с котломой, а там уж в ворота входят с баурсаком. И мимо окна пронесли костлыбы, и уже с верхнего конца опускаются еще с чем-то. А там кто чем может, а ныне и того больше. У себя нет, у соседки займут. Вот с какими угощениями у нас младенцу кланяются. Самовар с утра до ночи со стола не сходит. На самом почетном месте на пуховой подушке сидит повивальная бабушка. Рядом с ней кто, думаете вы? Я. Целую неделю так сидим, и даже больше. Отменной, надо признать, жизнь, но есть один изъян – баня. Каждый день в честь малыша баню топят. А старшая мать мне Божьего не пропустит. Уже когда все вымоются, меня ведет. Мылом моет, веником хлещет. Говорит, скорее вырастешь. Трудно, конечно, но терплю. Зато на одну напасть 100 удовольствий. После бани мы опять усаживаемся во главе стола. В поту и радости, с медом, с сахаром, чай пьем. Завтра я у черного Юмагула самым важным гостем буду. На самое почетное место сяду, а пока дали мне ковшик молока, ломоть хлеба, да на полу клети спать уложили. Ничего, за одни зиму, говорят, и заячья шкурка не износится. Одну-то ночь перетерпим, а с утра новая жизнь начнется. И началась. Только я проснулся, как почуял, что из дома запахом кипящего масла тянет. Даже в носу защипало. И только через неделю взял я веревку, обвязанную вокруг шеи белого барашка. Старшая мать взяла за руку меня, и мы втроем отправились домой. Старшая мать, я и барашек, подаренный черным Юмагулом. Маленькие дети, понятно, не все время на свет появляются. Чаще идут не порожние. Нечаянные задержки в этом деле сплошь и рядом. Такие дни я вдоволь досыта играю со своими сверстниками. Только ведь игра тоже приедается, и я начинаю томиться. Опять хочется слышать, как новорожденный сам себе глашатай криком возвещает о своем прибытии. Наблюдать со стороны, что вытворяет рехнувшийся от радости отец.
Хочу видеть, как недавно еще измученное и некрасивое разглаживается и светлеет лицо женщины. Однажды, сквозь щелку в занавеске я увидел, как молодая мать первый раз кормила ребенка. Только это красное, еще слепое существо коснулось губами соска, бледное и страдавшееся лицо матери озарилось светом. И они оба вместе с пуховой периной поднялись в небо. Перина стала облако, и в том облаке в блаженстве плывут двое – мать и дитя. Почему так? Когда тебе очень хорошо, ты или плывешь, или летаешь. Тут я испугался. Вдруг они от моего взгляда на землю свалятся. И крепко-крепко зажмурившись, отошел от занавески. Старшая мать прощается. Видно, чуткие люди даже день и час знают, когда свою смерть ожидать. Старшая мать последние годы болела все чаще и чаще. Нутро жгло, маялось, покоя не знала. Круглый год девесил или полынь отваривала и пила. Этот полынный отвар такой горький, старшая мать пила и не морщилась. Ни на боль, ни на горечь полынную она не жаловалась. Да и кому пожалуешься? В доме она самая старшая, а потому ни забот, ни горести, ни малой даже хворости у нее быть не может. И боль не боль, и ожог не ноет, у других лишь ноет, и полынь ей не горька, другим только. Разумеется, это я уже потом пойму. К вечеру пошел мягкий пушистый снег, первый снег, и долгая черная осень на глазах стала белой-белой зимой. Немного же, оказывается, нужно, чтобы поменять время года. Проплыла, проскользнула над землей снеговая туча, вот и все. Но порой и этот белоснежный мир в мгновение ока снова черным-черным становится. Это я тоже сам пережил. И только первые снежинки замелькали в воздухе, старшая мать пошла и легла на свою перину. Вся жизнь ее во внутренней, хозяйской половине с детворой прошла. А тут она сказала младшей матери, чтобы ей в гостевой половине окно, которое на улицу выходит, постелила. Перед тем, как лечь, новое цветастое платье, зеленый камзол с серебряным нагрудником надела, голову повязала белым платком. Мне и Салиху занести к ней упокойный сундук велела. Что же это? Упокойный сундук? Это вещь потайная, заветная. Старушки у нас загодя, готовясь к смерти, по силам средствам своим копят улемтек, смертный узелок. В нем мыло, пузырек крохотный с духами, райское платье, в котором саван зашьет, райское потому, что в нем она и в рай войдет. Сам саван, иголки, нитки саван зашивает и прочие необходимые для погребения вещи. Но это малая только часть богатства, которое в том сундуке хранится. Главное сокровище – подарки. Их покойница живым оставляет. Конечно, сама своими руками раздать их она не может. Кто-нибудь другой от ее имени раздает потом. Удивительный все же обычай. Человек в могилу уходит, а сам словно на свадьбу пришел. Подарки дали. В сундуке, который мы занесли к старшей матери, вот это ее достояние и было. Тяжелый оказался сундук, много скопила. В дальнюю дорогу собралась я, Вазифа. 2-3 денечка полежу здесь. Передохнуть надо, сказала старшая мать, когда голова ее опустилась на подушку. У меня сердце зашло, и все обмерли. Что это? Уж не бредит ли старшая мать? Да нет,
Глаза ясные, приветливые, только измученные какие-то. О, Господи, и отца-то дома нет. Может, Салиха за ним послать? Сполошилась младшая мать. Успеет, вернется. Еще не скоро, все должное свой срок свершил. Нет, постой-ка, что же это такое? Страшные же слова сказала старшая мать, а голос такой, будто она за вечерним чаем обычные новости сообщает. Первый беззвучный схлип вырвался из груди, а разум не может принять беды, не верит. Вот так же и солнце светит себе ясно, на ясном краю неба, словно и не видит, как с другого края, бушуя, наползает на него черная молния гроза, но скоро и оно утонет черной тучей. Наползла уже беда, только рассудка моего еще не захватила. Отец в городе, самый старший мой брат Муртаза на Урале лес для колхоза заготавливает. Из мужчин в доме только брат Салих да я. Дети мои, сюда подойдите, подозвала нас старшая мать. У меня к вам просьба есть. Видно, мы совсем головы повесили. Голов не вешайте, наберитесь терпения. В эти дни у меня много будет поручений к вам. Ну ведь что ж, старшая мать, только скажи, мы ведь живы, только поручись, старшая мать. Теряясь, сказал брат Салих. Детей, которых на свет приняла, пуповину которых перерезала, хочу видеть. Завтра соберите всех, от 30-дневных до 30-летних. Пусть каждый придет. И властно прозвучал ее голос. Каждый. Из дома в дом не ходите, только весть пустите. Весть эта в одно мгновение обошла аул. Кого касалось, сам догадался. Кому не в догадку еще отец с матерью есть. Удивительно это, непонятно. Но старшая мать пустого не затеет. Значит, так надо. Ночь старшая мать, как сама пожелала, провела одна. Утром, не поднимаясь с постели, выпила чашку чая, больше ни к чему не притронулась. Я уже задал корму скотине, вычистил стойло, было ясное звенящее утро. Но и чистота, прозрачность его, и сияние искрящегося голубого неба, видного от края до края, лишь сгущали сумрак и тишину в нашем доме. Мир жил сам по себе, мы сами по себе. Еще в хозяйской половине со стола после утреннего чая не убрали, как начал стекаться народ. Первый с грудным ребенком на руках и еще с 4 черными, как чугун, ребятишками пришла жена черного Юмагула. Старших близнецов Хабибуллу и Хисматуллу я знаю. Они уже в школу ходят, а остальных же мальчиков, 2 младших близнецов и того, который на руках, я не знаю. Эти уже без моего участия родились. Вслед за Юмагуловым выводком сын старика Кадыргула с улицы 3 петухов, Горбоносый и Шмурза свой клюв в дверь просунул. Асхат с Хамидьяном в угол забились. И взрослые уже парни, и девушки пришли, на руках ли принесли, за руки ли привели младших своих братишек и сестренок. И супружеские пары попадаются, кое-кто и с детишками. Короче, те, кто ползает, на ногах стоит, бегом бегает, джигиты вытянулся, невесты вышли, все шли и шли. Сначала набилась хозяйская половина. Старшие и младшие, место давая, вышли в сени. Но и там стало тесно. Они высыпали во двор. Только из родни нашей никого нет, потому что родственникам своим старшая мать повитухой не была. К ним других старушек звали. Дом и двор заполнили большие и малые дети человечьи. Пришел даже Тажиддин, известный своей злостью и бессердечностью. Он всю округу в страхе держит. Вот этот Тажиддин тоже пришел. А теперь тихий, вежливый, прям зять муллы. Я пришел к старшей матери. Все собрались, старшая мать, пусть войдут. За минуту наша гостевая половина была полным-полна, битком набилась людьми. Все стоят, лишь матери с грудными детьми, старушки с внучатами, да самые маленькие уселись. Сколько места хватило. Какой только породы, какой масти здесь нет. Черноволосые и белокурые, с глазами черными, как омут, и светлыми, как ясное небо. Курносые и горбоносые, красивые и некрасивые. И всем им первое благословение дала старшая мать. Из наших на эту половину зашел один я. Такова была ее воля.
Шум, говор и шепот унились тут же. Даже малыши притихли. Тишина, наступившая от того, что совсем притихли малые дети, очень скоро становится тишиной тревожной, даже угрожающей. Вот и сейчас какая-то тревога повисла в доме. Старшая мать поднялась и села. Медленно повернула голову, прошла взглядом по лицу каждого. На одних она смотрела долго, пристально, на других только на миг задержала взор. Кое-кого и по имени называла. Выросла, забира. Давно тебя не видела. Глаз-то, оказывается, зажил у тебя, Султан Гали. Говорили, что плакса, Шаймурат. Теперь, наверное, уже не плачет. Дай-ка, сноха, еще раз на твоего меньшого посмотрю. Жена черного Юмагула, своего причмокивающегося во сне чугунного малыша, повернула лицом к старшей матери. На этого еще и безымянного мальчика смотрела она дольше всего. Самый новый человек аула. Он был последним ребенком, которого приняла в мир старшая мать. Вот взгляд ее остановился на Тажиддине. Хорошо, что пришел, одобрил этот взгляд. Старшие в удивлении, младшие в смущении. Все с нетерпением ждали, что будет дальше. Не на поверку же, не для того, чтобы осмотреть каждого, позвала их старшая мать. Вероятно, что-то будет. Конечно, не на веселое дело с Пазараном созвали. Старшая мать выпрямилась. «Дети», — сказала она, — «в этот светлый мир я вас поодиночке принимала, а вот попрощаться всех разом созвала. Спасибо, что пришли. Кому сейчас моя благодарность непонятна, поймет, когда вырастет. Решила я, пока жива, пока в памяти, друг на друга поглядим. Распрощаемся. Что-то не по себе мне. Наперед не угадаешь». Кто-то схлипнул. Это была Фарида. Все оглянулись на нее. Старшая мать с непривычной сухостью в голосе сказала: «Коли на слезы пойдет, дети, тогда лучше сразу разойтись. Я не для того вас созвала. Пока еще рано. Придет пора, унимать не буду, да и не смогу уже. А сейчас волю спокойно поговорим». Сказала она, и все русла, которыми слезы из души глаза бегут, разом перекрыла. Это она так, мать, о чувствительности, заступился за Фариду Асхат. Старшая мать ничего не сказала, кивнула только. Она долго молчала, и потом обычным своим мягким, теплым голосом начала. «Ни увещания, ни завещания от меня, дети, не ждите. Не затем вас позвала. Кто в колыбели лежит, грудь сосет, кто землю пашет, хлеб жнет, каждому благословение свое обновляю. И еще раз говорю, будьте добры друг к другу, и сами добром будете». «Спасибо, мать, не забудем!» — окликнулся Асхат. Дорогому слову он цену знает. Разумеется, речь старшей матери не всякий понял. Она это и сама чувствовала, но верно думала, кто не пойдет, так запомнит. Западет доброе зерно, и потом свой срок взойдет. Взойдет и станет колосом. Вот так из зернышка выходит колос ржи, в котором 30 зерен.
Малышей терпения ненадолго хватило. Уже понемногу вертеться, шуметь начали. И вдруг старшая мать выскользнула из-под одеяла и опустилась на колени возле того сундука. Правой рукой она легонько погладила крышку. «В жизни я много подарков получала», — сказала она. «В час вашего рождения несли мне дорогие подарки. Ценой недорогие. Так, за дорогое принимала. Курицу давали за гуся считала, медь за золото, холстину за шелк и лукаво рассмеялась. Вот так я разжилась, разбогатела, вот сколько добра накопила». И опять погладила сундук. «Что с мира взято, в мир и вернуться должно. До сих пор лишь меня одаривали, многие меня отделяли, многих и я отделю». Со звоном откинулась крышка сундука, но никто, шею вытянув, сундук не бросился. «Хоть пуговицу подарю, за верблюда сочтите. Ну, подходите, младших пропустите вперед». Уж этого-то никто не ожидал. Старшая мать посветлела лицом, легкими сделались движения рук, во всем ее облике были живость и довольство. Сейчас она будет исполнять самое высокое, самое святое, самое красивое в своей жизни дело. Но никто еще с места не сдвинулся, девятся, ждут. Старшая мать сказала жене черного юмагола: «Тогда, сноха, с тебя начнем». И она вручила красивую соску для малыша. Хабибулле же с Хисматуллой досталось по карандашу, и пошло. Осмелевшие дети уже сами обступили сундук, но никто руки не тянет, ждут терпеливо, приличия соблюдают. Щедрые руки старшей матери доставали из сундука вещи, одна другой замечательной. Одной глиняная куколка досталась, другому свисток, третью катушка, четвертому оловянный солдатик, пятый наперсток, шестому резиновый мячик, седьмой булавка со сверкающим камешком. Старшим и того богаче подарки достались: пахучее мыло, духи в пузыречках с мизинчик, кривые гребеньки, пудра, колечки медные, железный кубыль, алые и голубые ленты, косы заплетать, бронзовые щипчики и другие подобные вещи. Сутолоки не было. Каждый получит свой подарок и идет на место. Все же, хоть интересно было, затянулись эти хлопоты надолго. Старшая мать утомилась, но каждого подошедшего от первого до последнего по спине похлопает, по голове погладит. Ни старших, ни младших, никого не обошла. Только Тажиддина приласкать почему-то забыла. Протянула подарок, посмотрела на него с какой-то жалостью и отвернулась. «Всем досталось?» — спросила она под конец. Никто не окликнулся, никого не обделила. Снова молчание. «Ладно, тогда это на последний день останется». И старшая мать захлопнула крышку сундука. И тут стоявшая возле дверей маленькая черноволосая девочка лет 6-7 вдруг вскрикнула и заплакала. Тянет всем обе ладошки и причитает: «Мне ничего не дали, не верите? Вот смотрите, и не приласкала меня повивальная бабушка». Мальчик постарше тут же сунул ей глиняного зайца. Та не взяла, но плакать перестала. Старшая мать снова открыла сундук, подозвала девочку к себе, по спинке похлопала, по головке погладила. Потом залезла в сундук поглубже и достала синий с красной каймой платок. Развернула его, стряхнула, сложила вдвое и сама своими руками повязала платок на ее голову. «Вот и тебе досталось», — приласкала еще раз. Теперь уже сундук она совсем закрыла. И подростки и малыши, получив подарок, шумно не радовались, друг другу не бросались. «Ну-ка, дескать, покажи, дай-ка подержать». Такого странного дела ни у нас в ауле, ни в округе всей, наверное, еще не бывало, что вот человек сам своей рукой свои поминальные подарки раздавал. И впрямь диво. Радоваться тут или печалиться? Какое это было высокое зрелище, мы поймем только потом, многие годы спустя. Те, конечно, кому суждено было понять. Старшая мать, не торопясь, снова залезла на свою перину. Еще раз осмотрела комнату, нас, детей, и больших, и малых, взглядом перебрала. Хорошо, что встретились, друг на друга посмотрели. Коли уйду, каждому свое благословение оставлю, каждому. Старшие, наверное, на могилу ко мне придут, горсть земли просят. За это наперед спасибо говорю. Но одному из вас
приходить не разрешаю. Старшие беспокойно переглянулись между собой. Каждый мысленно искать начал. Кто же это? Но старшая мать долго ждать не заставила. «Тажиддин!» — сказала она, опустив голову. «Слышала я, что одинокую свою мать обижаешь. Языку своему волю даешь. Это правда?» Ответа не было. «Слышала даже, что руку на мать поднял. Правда это?» «Правда, но не со злобой, сгоряча вышла». Старшая мать подняла голову. «Слышали? Все слышали? Тажиддин свою мать ударил. И чтобы он этой своей рукой на мою могилу землю бросил? Нет на это моего разрешения». Она сняла руку с колена и махнула легонько. «Ну теперь ступайте». Все поднялись. Не торопясь, уступая друг другу дорогу, начали выходить. С улицы уже послышались глубокие вздохи, тихий плач. Ладно, хоть дома стерпели, и на том спасибо. Я думал, что первым Тажиддин скроется. Нет, не скрылся, последним остался. И когда никого уже не было, он положил на сундук маленький пузыречек с одеколоном, который держал в руках. И тихо-тихо вышел. Старшая мать закрыла глаза. Кажется, задремала. Я остался возле нее. Может, понадоблюсь? Желтые тучи низкого зимнего солнца упали на ее лежащие поверх одеяла сухенькие руки. Они блестят, и кажется, что это они рассыпают лучи, будто не две руки, а два осколка солнца лежат на одеяле. Потому, наверное, когда я опускал на них голову, теплом и лаской обдавало меня. Касались они, и все беды, боли снимали разом. А какие руки от мучения ее избавят? Ее страдания снимут. Я снова и снова думаю об этом. Потому что в тот возраст вошел, когда задумываются. Сколько я так сидел, не знаю. Но за это время, кажется, по всем тропкам прошел. По всем лесам и полянам, где когда-то ходил со старшей матерью. Ходил, но всех так и не исходил. Припав к родникам, пил воду, из которой когда-то пил вместе с ней. Пил, но так и не испил до конца. До 16 своих лет дожил я под ее сенью. Живу, а из детства все выйти не могу. Вот она, уже в последние кочевья собралась, к последнему своему пристанищу. Знаю, когда она уйдет, я буду плакать. Заплачу, но так всего и не выплачу. Вот и комок подкатил к горлу. Она открыла глаза. Да здесь Синай. Хорошо. А может, думаю, нужно что? Не нужно. Хорошо, что остался. Ты и есть, и мир не пуст. А детвора твоим подарком радовалась, соврал я. Не надо, Синай, не утешай меня. Нехорошо было бы, коли радовались. Бог надоумил, не радовались. Я же им не для веселья дарила, а для памяти. Не могла на прощание пустую руку протягивать. Всех видеть хотела. Хвала Господу, сбылось желание. Вот только с Тажиддином не сурово ли обошлась? Ладно, и ему, и другим уроком будет. Без таких уроков и жизнь не идет. Бывают грехи, которые простить нельзя. Помни, святей матери нет никого. Знаю, старшая мать, дважды знаю, про вас обеих знаю. Она снова закрыла глаза. Ни о чем не сожалею. Если есть о чем, так теперь поздно. Жаль только, что тебя рановато покидаю. Крылья твои не окрепли еще, не покалечили бы их. Ты из детства еще не вышел. Впрочем, весь ты из него никогда и не выйдешь. И счастье, и беда твоя в этом. Бог тебе в помощь. Я и сама сегодня между небом и землей будто. И не устала, кажется, и сил не осталось. Все на сон тянет. Она опять уснула. Я вышел, прошел по аулу. Уже и слухи всякие про старшую мать разбежались. Видно, ангелы ей про смертный час сообщили, гадали одни. Уж не свихнулась ли повитуха-то, огорчались другие. Третьи какой-то тайный смысл искали. А что человек, покуда жив, живыми просто по-человечески хотел распрощаться, это никому не вдомек. Вечером она сначала сестренку Салису и братишку Ильяса к себе позвала. Потом Салих долго был у нее.
Мягкая душа у моего брата Салиха. Слезы только и ждут, чтобы брызнуть. И сейчас он вышел с мокрыми глазами. Что, хуже стало? Встревожилась младшая мать. Нет, она у меня прощения просила, ответил Салих. Если была какая нечаянная обида, прости, говорит. Даже Бика, сдержанная наша сноха, не сдержалась. Вышла от нее схлипывая. Последней в гостевую половину ушла младшая мать. Пробыла там очень долго. Малыши ожидаючи умаялись и заснули. Брат Салих в углу на чурбаке сидит, съежился, время от времени тяжело вздыхает. А мне становится все страшнее. Не вытерпел я. Открыл тихонько дверь и вошел в гостевую половину. Лампа семилинейка притушена, но разглядеть можно. Младшая мать на голом незастанном полу возле старшей матери на коленях стоит. Та ей руку на голову положила. О чем-то говорит шепотом. Доносится голос младшей матери. Уж сколько лет все кажется, что живу я радостями, взятыми в долг. Иной раз вздрагиваю даже, будто и дети мне только займы даны. Да ведь оно так и получается. Я их рожала, а ты под свое крыло брала, выхаживала и растила. И радовалась я этому, и печалилась. Радовалась, что через детей и меня принимаешь. А почему печалилась? И сказать не могу. Нет, запуталась я что-то. Другое хотела сказать. А, вот что. Я ведь тоже не истукан какой-то, что из-за меня ты душой истерзалась, мучилась, давно поняла. Говорю же, все в долг, и радости, и счастье, и надежда. Порой в висках даже стучит. Долг, долг, долг. А как заболела ты, еще горше стало. Она тихонько заплакала. Милия Малапай, или грехи отпусти, или сама своим голосом меня прокляни. Не могу я тебе долг свой вернуть, не в моей, это власть. И дитя неразумное, ни греха, ни долга за тобой нет. Ничего я тебе в долг не давала, и счастье и беды у каждого свои. Если помнишь, я ведь сама тебя сосватала, в здравом рассудке и в памяти. Это правда, сама по воле рассудка своему сосватала. Только ведь одно дело рассудок, иное сердце. Я тоже долго не раздумывала, по сторонам не оглядывалась, положилась на твое благословение и согласилась, а вышло. Не знаю, что больше, душа ли радовалась, совесть ли мучилась. Или прости меня, или прокляни, так не оставляй, нельзя. Нет на тебе греха, повторил мягкий голос старшей матери. В моих прошлых муках ты не виновата, судьба виновата. Моя судьба. А сейчас никаких у меня страданий нет. Милия Малапай, пожалуйста, с мольбой сказала младшая мать. Бога ради, избавь меня от сомнений, освободи. Будь по-твоему, освобождаю. Если остался на тебе какой грех, беру на себя. Я тебя сама сватала. Ну иди, не то дети забоятся. Но младшая мать вставать не спешила. Я тихонько выскользнул за дверь. Посреди ночи возвратился отец. Наутро сайрановская сестра с мужем приехали. За ним Салиха посылали. И другая родня из ближних аулов съехалась. Старшая мать каждого к себе зазвала. С каждым поговорила и распрощалась. К вечеру этого дня ей стало плохо. Ночью полегчало. А на рассвете она ушла. Когда она умирала, возле нее только отец был. Видно, старшая мать так захотела.
Эта смерть и меня наполовину убила. Пору по земле кататься, рыдания душат, но заплакать не могу, окаменел. 3 дня старшая мать на наших глазах игру со своей смертью вела. Хотела, видно, чтобы свыклись мы. Нашу волю укрепить хотела, чтобы не была неожиданной, не оглушила, не сразила нас ее смерть. Но ошиблась, не угадала. Мы не могли поверить, что она вот так просто легко распрощается с миром. Не верим и сейчас. Вот она, в новом цветастом платье, в новом камзоле, монетами обшитым, белым платком повязавшись, прилегла только. И не устала даже, просто сил нет. Утром пошел крупный порхающий снег и валил весь день, не переставая. Асхат и Хамидьян взяли коней из колхозной конюшни, верхом подъехали к нашему дому. Вот сейчас они по всему аулу самый страшный, самый скорбный клич разнесут. Разъехались по 2 сторонам улицы, постояли, взглянули на наш дом и помчались на нижний конец. И донеслось поочередно 2 зова. На погребальную молитву! На погребальную молитву! После полудня мы опустили старшую мать в могилу. Черная, мягкая крыша выросла над ней, а снег все идет и идет. Вот и холм черной земли слился с этим белым миром, и следа могилы уже нет, но вдруг все переменилось. Повалил черный снег, и черные снежинки к земле тянутся, в небо уносятся, с тихим воем вихрем кружатся. Весь мир во тьму погрузился, лишь могила старшей матери белой горой над черной землей вздымается. Подлетают черные снежинки, на ее верхушку хотят опуститься, но не могут. Какая-то сила не пускает, отгоняет их. Народ весь с кладбища ушел. Кто-то взял меня за плечо, потряс. Брат Салих, оказывается. Пойдем. Куда? Зачем? Вот так старшая мать навсегда покинула нас. Вместе с этой утратой еще другая мука начала терзать меня. Покуда старшая мать была жива, я их с младшей матерью, казалось мне, равно любил. Вернее, об этом и не задумывался. Любовь свою на доли не делил. Но когда старшая мать оставила этот мир, я к младшей, к родной матери, которая родила, грудью своей скормила меня, вдруг почувствовал холод и отчуждение. Даже избегать ее начал. Она мое горе разделить, утешить, по голове погладить хочет. Я уклоняюсь, из-под рук ее выскальзываю. Она какие-то ласковые слова говорит. Я не слышу. Душа рвется, а ничего поделать не могу. Что же случилось со мной? Что сталось? Неужели старшая мать все с собой забрала? Как быть? За все это младшей матери в ноги готов упасть, о прощении молить. Только не могу. Ведь мне уже 16. А сам, когда один останусь, плачу, удержаться не в силах. Это не я. Это детство мое, которое за камзол старшей матери держалось в плаче. И не скоро ему выплакаться.
Оркестр русских народных инструментов Стерлитамакского государственного театрально-концертного объединения. Главный дирижер Артем Болотов. Заслуженный артист Республики Башкортостан Ильхам Рахимов. Дорогие друзья, на этом наша программа подошла к концу. До свидания, до новых встреч!